Карим Абдрауфович Хакимов, Красный Паша, известный советский дипломат, арабист. Родился он в 1892 году в крестьянской семье в деревне Дюсяново Илькуминской волости Белебеевского уезда Уфимской губернии. Сейчас это Бишбулякский район Башкортостана. Глава Башкортостана Ради Хабиров в свою рабочую поездку по Бишбулякскому району включил и музей Карима Хакимова. Расположен он на родине знаменитого башкирца, деревни Дюсяново. Бюст его. Ну, бюст такой простенький, пустотелый. Ага. Вообще, это уже второе здание музея. Первоначально вон там он здание было, тоже ход способом хозяйства. Ну, а его дом, понятно, его где-то вон там, его место, где он родился. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать на нашей Дюсяновской земле. Дюсяново – небольшое село. Проходите, чтобы им было место, где раздеться. Небольшое село, но несмотря на это родина людей, которые оставили яркий след не только в истории нашего района, нашей республики, но и России. Заслуженная народная артистка Татарстана, генеральный директор Узбек-авиалинии, командир легендарного летающего госпиталя, который вывозил десятки разраненных из Афгана, и человек, который 18 лет командовал парадом войск Белебеевского уезда в далеком 18 году, впоследствии ставший наркомом финансов Бухарской республики. Все они родились здесь. Но самая главная известность нашей республики, нашей деревне принес именно дипломат, первый представитель нашей страны на Востоке Карим Абдрауфович Хакимов. Сельчане трепетно хранят память об этом человеке, и почти 60 лет будет в 2022 году открылась первая экспозиция нашего музея. Конечно, это был маленький уголок в сельской библиотеке, а в 1969 году по решению схода колхозников при содействии Министерства культуры БАССР открылось новое издание музея, а вот этому зданию уже 30 лет почти будет, открылось в 1922 году. Человек, жизнь, судьба, деятельность которого будоражит умы многих политиков, ученых, журналистов, исследователей, родился в многодетной семье Хамиды и Абдрауфа Хакимовых. Людей, которые к нам приезжают из всех концов земного шара, конечно же, интересует то, вот почему, отчего такой босоногий деревенский мальчишка из далекой, богом забытой деревни, как он мог подняться до такой высоты, что стал личностью мирового масштаба и стал профессионалом своего дела. Детство Карима прошло, как обычно, у всех, как обычных деревенских мальчишек, он любил бегать, играть. Отличался от сверстников только тем, что он был довольно задиристым, веселым, задорным мальчишкой, придумывал разные игры. Вот так прошло его детство. Он получил первоначальное образование в медресе нашего села. Это образование было, конечно, очень маленькое, там изучение арабского алфавита и суры Корана. Дальше они едут со своим другом в Оренбург в поисках знаний. Они поступают в Каргалинское медресе в Оренбурге. Тут в основном преподавали религиозные науки. Зимой они учились, летом ехали на заработки в Казахстан. Но вот это то, что он хотел получить здесь, он не получил. Это его не устраивало. И в 1910 году он уезжает в Уфу, поступает в медресе Галия. Известные в то время не только у нас в Уфимской губернии, но во всей Поволжье. Здесь учились многие известные люди нашего региона. И проучившись тут недолго, он снова уезжает, судьба его бросает в туркменские края. Он работает на шахтах, по возможности учительствует, учит туркменских детей русскому языку, тому, что он знает сам. Здесь его призывают в царскую армию. Отслужив год, он снова приезжает сюда, впервые знакомится с политической литературой, рабочим классом. Он активный участник художественной самодеятельности. У нас есть его мандолина. Фотографии, когда он с артистами художественной самодеятельности. Это мы считаем самым лучшим экспонатом нашего музея, потому что, по воспоминаниям жены, он возил
всегда с собой мандолину. И когда ему становилось особенно плохо при решении разных вопросов, он уходил куда-нибудь в укромный уголок, сидел, играл, пел себе, успокаивался и потом пошел снова решать вопросы. И по приезде снова после армии в Туркмению он слышал, что в Томске богатые мусульманские меценаты помогают молодежи получить образование. Он едет в Томск, поступает во вторую мужскую гимназию и экстерном, сдав экзамены, получив аттестат зрелости, возвращается снова в Оренбург. Это 1917 год, бурный год. В это время, приехав в Оренбург, его сразу же назначают наркомом просвещения Оренбургской губернии. Здесь у нас материалы того периода. Будучи наркомом просвещения, он открывает курсы для дошкольных работников, для учителей начальных классов. В общем, он очень много сделал для Оренбурга. У них там очень много материалов. Они чтят его, помнят хорошо, хорошо отзываются о нем. Там мемориальные доски открыли, улица Карима Хакимова есть. Вот нашли дом, где он жил, и там собираются вот сейчас открыть музей. Здесь у нас сохранилась сумка, в которой он участвовал в гражданской войне. Это идет уже 18-й год, тяжелое время, где-то поднимается националистическое движение, и вот Карим Хакимов хочет уехать на фронт. Он многократно пишет заявление, но его заявление не подписывают. И под конец он добился своего, подписали заявление, это нам показали в Оренбурге, есть это в архивах, написано его рукой, и там написано: разрешаем единственным условием, что на его место придет Халик Абдрауфович Хакимов, это его брат получается. И так он в 18 году рядовым бойцом уезжает в Туркестанский фронт. Через несколько месяцев его назначают помощником политуправления Туркестанского фронта. По многим источникам он был человеком с огоньком, очень хорошо владел языком и излагал свои мысли очень просто, доходчиво, был красноречив. И есть такая информация, что когда он выступал перед людьми, умел вести людей за собой. Когда он начал выступать перед небольшой аудиторией, к концу его выступления аудитория всегда возрастала многократно раз, потому что люди любили его слушать. Наверное, в этом была причина того, что он за несколько месяцев стал помощником политуправления Туркестанского фронта. Дипломатическая деятельность Карима Хакимова начинается с 1921 года. Его уже забрали Министерство иностранных дел НКВД и Бухарской республики. Назначается полномочным представителем нашей страны Куйбышев, а его заместителем, как человек, знающий традиции, обычаи, языки мусульманских народов, назначают Карима Хакимова. Вскоре Куйбышева отозвали в Москву, и он остается полномочным представителем нашей страны, здесь Бухарской республики. Но тут он работал недолго, с начала 21 до осени 21 года. Но первоначальный опыт дипломатической работы, опыт общения с государственными деятелями, опыт общения простым народом он получил здесь. Документы, материалы, фотографии того периода. Его основная дипломатическая деятельность у нас отражена в этом зале. В 1921 году наша страна подписала соглашение Персии, ныне это Иран. Очень непростые отношения с этой страной были, потому что в 19 году там зверски перебили наших представителей, и в 21 году очень долго искали человека, подходящего для дипломатической работы в этой стране. И есть у нас характеристики Коростылева, Куйбышева, выбор пал на Карима Хакимова. Это мусульманская страна, сюда он должен был ехать не один, именно с семьей, и поэтому он быстро, срочно женится. Женится он на актрисе агитбригады Туркестанского фронта Хадичи Гайнутдиновны, уроженки города Уфы. Хадича прожила долгую, очень сложную жизнь, и интересный такой, она была человеком с юмором. С первого дня до последнего она была предана мужу, была другом, женой, соратником Карима Хакимова. И
Когда ее спрашивали, вот, расскажите о том, как вы поженились, они были знакомы с периода Оренбурга, еще в Бузулуке, потом в Туркестанском фронте, она смеялась и говорила, а что тут, говорит, он пришел ко мне в общежитие, положил револьвер на стол и сказал, выходи за меня замуж. У меня просто выхода не было, смеялась она, вот такой человек с юмором была. Здесь у них родился сын Шамиль, есть верительные грамоты, с которыми он приехал в эту страну. За 3 года все-таки Карим Хакимов смог тут установить те кирпичики добрых отношений с этой страной. Вот очень непростые отношения были, но все-таки все это стабилизировалось. И в 1924 году его направляют в Аравию. В то время разразненные королевства в Аравии, они воюют между собой, бесконечные войны идут. И сюда он приезжает с маленьким сыном и с женой. Приезжает он в королевство Хиджаз, в город Джидду. Король Хусейн его встречает очень доброжелательно, потому что до его приезда были переговоры с Чичериным, что там откроют наше посольство. И очень сложная обстановка. Он боится за жизнь ребенка, за жизнь жены. Очень плохие климатические условия, 45 градусов в тени, воды нет, только привозная покупная вода. И вот он отправляет жену и сына в Африку, в Асмару. До нас дошли письма, которые он писал семье, там очень такие трепетные письма, без слез невозможно прочитать, но они там побыли недолго, они снова приехали к мужу, и в это время победил король Неджда Ибн Сауд, и Ибн Сауд образовал новое государство Недж и присоединенные области. Потом по имени Ибн Сауда Саудовская Аравия, теперь королевство Саудовская Аравия. Абдуль-Азиз Ибн Сауд. Да, Абдуль-Азиз Ибн Сауд. Здесь у них умирает сын. И после смерти сына Хадича апа просит, умоляет его уехать отсюда. Он говорит, я согласна в любую страну, но только не здесь. И он отвечает, меня куда Родина отправляет, я буду там. Ибн Сауд, как человек очень умный, мудрый, он предлагает им съездить в Мекку. Но Карим Хакимов коммунист, он не имеет права туда ехать. И вот он пишет письмо Чичерину, объясняет, если бы я съездил в Мекку, арабы побольше бы начали меня уважать, пишет он. И получив это разрешение, они все-таки съездили в Мекку. А до этого произошло у него первая встреча с Ибн Саудом. Он едет после победы Ибн Сауда через всю пустыню один. Ездил он один, вот здесь есть фотографии его машины. Если он останавливался, его обязательно облепляли простые арабы, он разговаривал с ними, уважал их. Точно так же он был схож в любую королевскую семью. И вот он едет на встречу с Ибн Саудом, красным флажком на капоте, один, за рулем. И недалеко от лагеря, военного лагеря Ибн Сауда его встречают с шквалом пуль. Он вынужден был остановиться, лечь под колеса машины. Я уже говорила, что он с детства очень хорошо пел, был музыкальным. Он лег под колеса и начал петь. Громкий, звонкий, красивый у него был голос. Поющему человеку тяжело же стрелять. Вот и прекратили стрельбу. Он подошел к Ибн Сауду, подошел в его лагерь и передал ноту нашего государства, что Советский Союз признает новые образованные государства, Недж и присоединенные области. Вот этот факт, что наше государство впервые в мире признало новые государства, арабы очень ценят до сих пор. Вот они, когда приезжают, они ищут именно вот это письмо, по буквам его изучают. И потом я вам покажу это письмо. В 26 году у них родилась дочка, а в 28 году его направляют уже в Йемен, другую арабскую страну. Но точно такую же здесь уже король Йемени Яхья уже был наслышан об этом человеке, какой он человек из страны Советов, и очень доброжелательно его принимают, его также там любят, возвеличивают, называют пашой. Это самый уважаемый человек по-арабски. И так как он из страны Советов, его называют красным пашой. У нас сохранились не очень много их, но есть личные вещи. Вот шкатулка, их платок Хадича апы, сундук, чемодан. А вот этот платок он принес подарок матери. Подарок арабского ремесленника, чемоданчик и бритвенный прибор.
В Йемене он еще, кроме как полномочный представитель нашей страны, он еще является торговым представителем Ближнего Востока. Организации торговой. Наша страна продавала им товары первой необходимости: муку, сахар, керосин. И по многим документам у них была очень сложная жизнь. Есть воспоминания дипломата. В книге Наумкина там есть воспоминания, вот когда он приехал сюда в белом костюме, в белом штиблете, в такие плохие условия, хрупкой женой, маленьким ребенком на руках. Остальные дипломаты, там же много было их, других стран, из Великобритании, они просто смеялись над ним. Они думали, что он, наверное, месяц, недели на две вытянет, протянет. А вообще жены дипломатов, они больше недели там не могли задерживаться. Такие плохие условия были. Но, несмотря на это, вот они остались там, жили с ребенком. А вот этот же человек, который о нем так отзывался вначале, через месяц пишет о нем: да, это действительно такой человек, очень гибкий, умный, умеющий выходить из любого положения. И Хадича апа выдержала, осталась там с ним до последних дней пребывания в Йемене. И когда к нам приезжал вот японский исследователь, когда он первый раз приезжал, он побыл в музее, вышел туда на площадку и буквально стал на колени, поднял руки наверх и начал молиться. Я удивилась, я говорю, он говорит: вы не бойтесь, я это говорю, говорит, благодарю Боженьку, что мне помог побывать здесь. Я 5 лет мечтал здесь побывать, и вот я здесь, я дышу этим воздухом, я хожу по этой земле, говорил он. И потом мне было интересно, я спросила: откуда вы узнали? Он говорит: в Нью-Йорке, в библиотеке я работаю над заданием паломничества поволжских мусульман в святыне Аравии. И там нашел фамилию Хакимова, по поисковику нашел книгу, заинтересовался, и вот этот человек принес нам из лондонского архива, это уже позже, в 2018 году, материал, как за ним следили, буквально каждый шаг, каждую минуту, 24 часа, 7 дней в неделю, и утром, и ночью, с кем он встречался, о чем разговаривал. Конечно, это было очень тяжело. И вот он пишет письма, просит, чтобы его хотя бы ненадолго дали ему отдыхать, потому что очень тяжело и морально, и физически, во-первых. Во-вторых, письма оттуда до Москвы шли месяца 3-4. И обратно ответ тоже 3-4. Получается, чтобы решить какой-то вопрос, ему надо было ждать 8 месяцев. А такого времени он не мог ждать. Надо было решать многие вопросы сразу, моментально, мгновенно, на месте. И вот это, наверное, тоже повлияло. Он хочет, и еще второй довод он дает, что он хочет получить хотя бы небольшие экономические знания, потому что работать торговым представителем без экономических знаний очень тяжело, пишет он. И в 1932 году он приезжает в Москву, поступает в Институт красной профессуры. И в этом же году приезжает к нам Фейсал, министр иностранных дел Аравии уже, сын короля Ибн Сауда. Он ставит единственное условие, чтобы его встречал, сопровождал Карим Хакимов. И Фейсал приезжает с большими целями. Тут его хорошо, конечно, встречают, ему подарили даже машину. А главная его цель была получить инвестицию, чтобы у них была вода, были свои колодцы. Но, к сожалению, вот эту инвестицию наша страна не дала. После визита в Советский Союз Фейсал едет в Америку, получает инвестицию, они начали рыть колодцы, у них пошла нефть, и эта страна стала одной из богатейших стран мира. Карим Хакимов учебу не закончил, его в 1935 году снова отправляют в Аравию. И с 1935 по 1937 год он снова в Аравии, он многие торговые отношения снова налаживает. Арабы даже про него пишут, что он в каждой местности говорил именно в местном диалекте, даже он мыслил витиеватыми арабскими словами, арабскими мыслями, пишут они. И в 1937 году осенью его отзывают из Аравии. Ибн Сауд был, видимо, наслышан, что у нас происходит. Он очень просит его не уехать в Москву. Он предлагает ему политическое убежище
положение в обществе, все, но Карим был неумолим. Он сказал, что наша страна самая справедливая в мире, и если даже что-нибудь случится, я смогу себе защитить, сказал он. Но несмотря на это, что он так ответил Ибн Сауду, сохранилось его письмо брату. Он в этом письме в смятении пишет: «Я не понимаю, что происходит, может, я в чем-либо ошибаюсь, но мне непонятна позиция нашей страны, и я не знаю, что ждет меня дальше, но, несмотря на это, на всю волю Аллаха», пишет он. И по приезду в Москву его арестовали. Это был октябрь 1937 года. Был суд, где не давали слова на защиту, материалы этого времени. И 10 января 1938 года его расстреляли. После ареста мужа через несколько дней арестовали жену. Хадича Гайнутдиновна, больше 8 лет. Она находилась в лагере Алжир, называют, для жен изменников Родины. И маленькая дочь, которой было всего 11 лет, осталась одна. Она вспоминает: «Я пришла из школы, дверь дома была опечатана, я плакала, стояла, люди проходили мимо, не поднимая глаз, пряча глаза, потому что боялись к ней подойти. Единственный дядя Гриша, дворник, подошел к ней, забрал ее к себе, а потом ее отправили в детский дом для малолетних преступников. Оттуда ее выкупил старший брат Карима Хакимова, а потом ее отправили в психиатрическую больницу. Оттуда уже украл младший брат и отвез в Казань. Она там закончила школу, училась в консерватории, была очень талантлива. Музыкальные критики ей сулили огромное будущее, как актрисы именно мирового уровня. Но в это время вот приехала мама вся больная. Она, пишет мне, все время мешала фамилия Хакимова, и она срочно вышла замуж, чтобы поменять фамилию. Муж был белорус по национальности, был героем Советского Союза, но у них семья не сложилась. Она родила дочку, с дочкой на руках, с больной мамой она осталась, и она всю карьеру артистическую бросила, и всю жизнь работала журналисткой. А про Карима Хакимова с того времени все забыли. Многие материалы родственники прятали, там где-то закопали чемоданами в огородах. До 1956 года. В 1956 году снова был суд, полная реабилитация имени Карима Хакимова. Здесь у нас есть из братской могилы земля, где похоронен Карим Хакимов. Это дача, расстреляли их в даче НКВД. Я точный адрес не могу сказать. Подмосковье где-то, да? Да, Подмосковье. Бутовский полигон, наверное? Нет. Нет? Я вот все время мы думали, что это Бутовский полигон, а потом с историками Москвы переписывалась, они говорят, это разные места. Бутовский полигон, где расстреливали простых смертных, а вот именно вот в этой даче НКВД расстреливали полководцев, политиков, писателей. И вот, наконец, один из экспонатов нашего музея, курительная трубка. Во всех фотографиях он, конечно, с этой трубкой не расстается. Эту трубку он передал по преданию одному из охранников, и эта трубка попала в семью через десятки лет. Охранник потом вернул семье, а потом Флора Каримовна подарила музею. Здесь вот Флора Каримовна, Хадича апа и внучка Марина. Марина, она была с детства больна, у нее была астма, она долго болела. Вот, она умерла. Сначала Хадича апа, потом Марина, а Флора Каримовна похоронена у нас в деревне, в 2010 году умерла. А вообще Хадичу апу они хоронили очень тяжело. Трудное было время, 90-е годы, в 93-м году она умерла. А вот Ибн Сауд после отъезда Карима Хакимова туда направили нового дипломата, он его не принял. Он вообще все отношения нашей страной порвал, и только после распада Советского Союза возобновились вот эти отношения. И как раз вот эти отношения возобновились, в это время умерла Хадича апа, и арабские представители в Москве ее помогли похоронить. У них не было денег даже на похороны. И когда вот последний раз приезжали они очень спрашивали найти ее могилу. Они говорят, мы будем за этой могилой ухаживать. А это что это? Вот это вот здание МФКЦ мы построили. Это многофункциональный? Да, многофункциональный культурный центр имени Карима Хакимова. Когда его построили? Его отремонтировали в 2016 году, 2017 году за счет фонда «Урал». Так оно тоже так же было аварийное состояние. Вот музей хотите здесь, это? Да. В
Сейчас просто помещение хотим показать. Потому что то здание, сами видите, оно уже, Рафик Фаритович, аварийное, и все оно продувает всеми ветрами, всеми этими. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Второй этаж. Здесь история нашего музея, даже гости. Японский исследователь Нарахиро Наганава. Это вот саудиты приезжали. Брилев приезжал, Озеров приезжал. Это в каком году, интересно? Озеров еще был послом нашей страны в Аравии. Я просто написала в посольстве. Он через буквально полчаса ответил и выслал вот эту свою статью первую про Карима Хакимова. А потом уже по приезду он написал книгу. Понятно. Ну, вы в курсе, наверное, что мы там делаем большой музей в Уфе, возвращая имена. Вот как раз там тоже будет экспозиция Карима Хакимова, поэтому надо вместе объединить усилия. А здесь надо посмотреть, действительно, вот этот музей, надо посмотреть, да, вот этот проект есть. Давайте вот будем об этом думать. Потом у нас постановка «Красный Паша», Хазыл Паша уже сейчас нет рожда. Может быть, возродить ее, да, посмотреть. Хорошая постановка, всем интересно было бы. Ну, мы вот вместе с вами двигаться будем. Уникальная история. Это вот точно возвращая забытые имена. Да. Спасибо. Рафик Фаритович, ну, у нас еще одно имя возвращаем, я так понимаю, да? Вы знаете, просто мы хотим больше, доступнее, шире донести, особенно для молодежи, что у нас вот такие уникальные люди были, выдающиеся люди. До свидания, Рахмат. Спасибо. И ну, человек действительно уникальный. Обидно только, знаете, как ну, так, это время такое было сложное. Вот есть же такой британский легендарный выдающийся разведчик, дипломат Лоуренс Аравийский, да? Так вот, Лоуренс Аравийский похоронен в соборе Святого Павла. Там похоронен адмирал Нельсон, Черчилль. Вот такая память. Где могила Карима Хакимова, мы даже не знаем. Мы даже не знаем. Ну, вот такая судьба, такое страшное время было, сложное время. Вот. Но, несмотря на это, мы должны по крупицам собрать, что есть. Вот видите, столько энтузиастов посвятили себя. Такое теплое отношение до сих пор в правящей королевской семье саудитов. Поэтому нам это очень важно. Вот будем делать музей. В Уфе? Как и в Уфе, да. У нас будет музей, возвращая забытые имена. И к концу года мы, надеюсь, его сделаем. И 21-го. 22 года, да. Ладно, до свидания. Спасибо. Рахмат.